Государственные чиновники констатируют, что под угрозой оказаться за чертой бедности в первую очередь находятся люди, проживающие в сельской местности и небольших городах. Жительница города Камрат Марьяна Мирча живет одна и воспитывает 2 детей с отклонениями в развитии. Говорят, детям до 5 лет дают эти лекарства, и то, что на список, мне семейный врач показал, то, что есть, мы даем, что нету, сама покупаю. А ребенку тяжелая эпилепсия, она судороги по 2 раза в ночь, я только не сплю ночами, так сторожую, знаешь, и у нее судороги сильные. И когда курс лечения, в месяц по 2 раза, магния B6, эти витамины, это B6, опять диовит, пиковит, все это, все дорого, все дорого. И я говорю, в месяц по 500-600 лет только за лекарством не обходит. А мне еще вторая тоже судороги бывает, она тоже слабенькая, эти лешин, тоже приступы. И беру от старшей лекарства, даю это младший. Группу еще не дают, говорят, что это ребенка, говорит, еще не на пока группу, посмотрим, может она вылечится, и так. К Кишиневу никак не могу ехать, а лежать надо, памперсы, деньги. Вот сейчас я получила, что это 800 пенсия хватает. Надо продукты, сахар, масло ребенку, немножко памперсы, это все дорого. Я говорю, вообще не хватает, я не работаю. У Марьяны 2 дочери, 5 и 8 лет. Обе страдают тяжелой формой эпилепсии. Старшая девочка глухонемая и больная ДЦП. Марьяна не может работать, так как детям-инвалидам нужен уход. Социального пособия и пенсии по инвалидности катастрофически не хватает. Жить на одну пенсию ребенку нам не хватает. Спасибо, примария помогает, но тоже что могут, не говорю, что мешок мука дали, это как старейший совет. Это сейчас дали, но я питу делаю, духовка у меня нету, света нету. Вода тоже у меня отключат скоро, говорят, что за нее плату. Я кормить детей или платить за услуги, мне не хватает. Я не работаю, жить на пенсии ребенка это невозможно. Если я плачу за услуги, не хватает детей чем кормить. Я обратилась в поликлинику, говорит, такой тяжелый ребенок, говорит, тебе невозможно нигде, у нее тяжелая степень эпилепсии, говорит. Я уже устроила сиделка самому ребенку, сиделка няня, чтобы не работаю, понимаете. Марьяна с детьми проживает в тяжелых условиях. За неуплату услуг отключен свет, топить нечем, а сам дом требует капитального ремонта. Детям необходимо полноценное питание, медикаменты, одежда.